В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Акционерная компания «Железные дороги» Якутии имеет важное стратегическое значение не только для Якутии, но и для Дальневосточного края, а значит для России в целом. Компания входит в десятку крупнейших компаний республики, занимает лидирующие позиции среди региональных компаний в сфере транспорта. О перспективных вопросах по развитию железнодорожной инфраструктуры мы сегодня поговорим. Наш гость студии Алексей Местников, заместитель генерального директора акционерного общества, акционерная компания «Железные дороги Якутии». Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, уважаемые зрители. Начнем с того, с какими результатами компания завершила первый квартал текущего года? Ну, хотелось бы сказать, что первый квартал 2025 года мы завершили с положительными результатами, как по пассажирским, так и по грузовым перевозкам. Значит, мы перевезли за первый квартал около 110 тысяч пассажиров. Это почти на 20% выше показателей прошлого года. Вот. Хотелось бы отметить, что сейчас вот мы переходим на перевозку, на трансфер пассажиров уже не на автобусах, а на воздушной подушке через реку Лена. Вот, тем самым обеспечивая своевременность доставки пассажиров. Ну, что касается грузов, то тоже мы идем в положительной динамике. Мы перевезли за первый квартал текущего года более 2 миллионов тонн груза. Из них это преобладающая номенклатура, это, конечно, уголь, это 1,3 миллиона тонн. Ну и по станции Нижний Бестях мы переработали более 500 тысяч тонн груза. Также идем как бы в положительной динамике по сравнению с прошлым годом. Хотелось бы отметить, что значит, мы завершили зимний сезон своевременно. Мы доставили ускоренный контейнерный поезд уже 3 апреля на станцию Нижний Бестях. На следующий день мы уже перевезли часть контейнеров в наш терминал «Мархинка», который находится в городе Якутске. Ну и, конечно же, до конечных грузополучателей. Тем самым обеспечили уже более-менее спокойную и стабильную доставку грузов до конечных потребителей. Несомненно, досрочно завершить перевозку грузов в рамках Северного завоза обеспечила организацию ускоренных контейнерных поездов с станции Столбовая Московской железной дороги. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, станция Столбовая у нас заработала, значит, в августе 2023 года. Тем самым мы обеспечили стабильные и гарантированные доставки грузов в республику. Значит, в полную силу станция заработала в прошлом году. Значит, мы в прошлом году перевозили до 2 контейнеров в неделю, до 2 контейнерных поездов в неделю. Вот. Ну и на текущий момент мы готовы увеличить количество контейнерных поездов до 3 контейнерных поездов в неделю. Вот. Столбовая, значит, находится в очень таком стратегически удобном положении. Она находится рядом значит, с большим московским окружным кольцом. Этим самым обеспечивается доставка грузов на автомобилях по автодороге без пробок до нашего терминала. Ну и, соответственно, мы взаимодействуем с нашими коллегами с РЖД и своевременно обеспечиваем наши контейнерные поезда тягой, локомотивами, ну и доставляем другие грузы своевременно. Значит, что касается ускоренных поездов контейнерных, они вообще у нас двигаются со скоростью 600 километров в сутки. Вот, мы обеспечиваем доставку контейнерных поездов значит, в сроки от 12 до 15 суток. Конечно, вот эти все усилия, которые достигнуты нами по своевременной доставке, по отправке этих контейнерных поездов, стали возможными только во взаимодействии с центральным аппаратом российских железных дорог и с дирекцией движения РЖД. А сколько ускоренных контейнерных поездов перевезли со Столбовой до станции Нижний Бестях, и за сколько дней контейнерный поезд может дойти вообще из Москвы до Якутска? Так? Ну, в период с декабря по март текущего года мы перевезли 30 контейнерных поездов. Это 3500 контейнеров ДФЭ. Вот. Ну, я уже говорил, что мы доставляем контейнерные поезда по жестким ниткам графика, согласованным с РЖД. Это 14 суток, 2 недели.
На прошлой неделе делегация ЖДЯ с крупными предприятиями Якутии посетила Республику Беларусь. Вообще, каковы итоги этой поездки? Можно даже по направлениям сказать. Вы знаете, они, значит, превзошли все ожидания на самом деле, да. Я сам как бы участвовал в делегации. Значит, в нашей делегации приняли участие ЖДЯ 4 предприятия из нашей республики. Это те предприятия, которые доставляют грузы до северных отдаленных районов Якутии. Ну и, соответственно, те большие оптовые торговые предприятия, которые имеют множество, значит, торговых точек сетевых здесь, в республике. Вот, значит, все встречи наших предпринимателей с товаропроизводителями Беларуси происходили на площадках наших коллег, друзей из белорусских железных дорог. Значит, наши предприниматели очень хорошо погрузились в тему, получили достаточно информации от товаропроизводителей Беларуси по линейке, по категории их товаров, по особенностям. Они обменялись мнениями. И очень важно заметить то, что все это происходило с участием ЖДЯ, как, значит, логистической компании, и наших коллег из Беларуси, потому что значит, логистическая составляющая в ценообразовании — это ключевой элемент. Вот, поэтому очень важно было понимать стоимость товара и, соответственно, стоимость его перевозки. Вот вы отметили, что есть планы по сотрудничеству с Белорусской железной дорогой по консолидации грузов и дальнейшему формированию контейнерных поездов. А сможет ли это оптимизировать логистику и за какой срок грузы из Беларуси можно будет доставить до Нижнего Бестяха нашего? Вы знаете, я еще не дорассказал. Мы встречались в рамках, значит, посещения Беларуси с государственной компанией Белинтертранс, которая занимается экспортом из Беларуси товаров. Ну и, соответственно, посетили грузовой терминал и ЖД-станцию Калядичи, где мы все погрузились, так сказать, в терминальную обработку, накопление, переработку грузов в Беларуси для того, чтобы понимать, как наши груза будут отправляться контейнерами по железной дороге с Белоруссии до Москвы, ну и, соответственно, дальше со Столбовой до Нижнего Бестяха. Но мы видим, отвечая на ваш вопрос, мы видим, что во взаимодействии с нашими коллегами с Белорусской железной дороги мы видим доставку грузов из Белоруссии в течение 20 суток, не более 20 суток. Вот. Тем самым мы обеспечиваем гарантированную схему доставки, оптимальную. Ну и тем самым, я думаю, что без лишних перевалочных и логистических процедур, там, хранения и так далее, там, в той же Москве, мы достигнем оптимальной цены продукции и доступной для наших товаропотребителей здесь, в республике. На международной конференции исполнительный директор компании объявил об открытии представительства в Минске. И какие функции оно будет выполнять? Да, действительно, мы уже начали реализовывать это мероприятие. Мы уже подыскали помещение для того, чтобы обеспечить наше представительство в Минске. Конечно же, оно будет предназначено для того, чтобы было взаимодействие наших грузополучателей и товаропроизводителей Беларуси напрямую. Ну и, соответственно, своевременно отправлялись груза в нашу сторону, консолидировались. Вот. Ну, то есть будет все в рамках... Да. Я прошу прощения, и хотелось бы отметить, что все это мы делаем в рамках поручения главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Он нам дал поручение в начале года обеспечить логистику, прямую логистику с Республики Беларусь в нашу республику товаров. Компания активно продвигает реализацию амбициозных проектов. Это создание международного транспортного перехода Джалинда-Махэ и строительство железной дороги до Магадана, я так понимаю. Можете рассказать, на каком этапе находится реализация этих проектов? Ну, знаете, да, действительно, мы активно, значит, продвигаем реализацию большого проекта северо-восточного международного транспортного коридора, который состоит из небольшого проекта международного транспортного перехода Джалинда-Махэ, ну и из большого — это строительство новой железной дороги Нижний Бестях-Магадан. Да? Что касается Джалинда-Махэ, мы уже
приступили к практической ее реализации, заключили договор аренды железнодорожного с инвестиционным обязательством железнодорожного пути в Амурской области с Кабардино-Рейново, 68 километров. Вот, завершаем проект. Ну и уже приступаем к реконструкции этой железной дороги. Ну и параллельно, значит, инвестор, который занимается реконструкцией непосредственно смешанного пункта пропуска автомобильно-водного в поселке Джалинда, тоже завершает проект и должен приступить к строительству этого пункта пропуска. Хотелось бы отметить, что на китайской стороне пункт пропуска уже готов, и китайцы ждут, когда же мы завершим свою часть. Ну и, соответственно, наши груза поедут в Китай. А когда вообще по срокам строительство начнется, известно ли? Вы знаете, мы планируем завершить реконструкцию железной дороги 68 километров в течение 3 лет. Это 25, 26, 27 год. Вот. А что касается смешанного пункта пропуска, то инвестор, который этим занимается, планирует завершить строительство к концу текущего года, ну и, соответственно, начать перевозки в начале следующего года. А что вот этот переход транспортный даст, если так Ну, глобально вы знаете, смотреть? это даст возможность развитию промышленности нашей республики. Ну, конечно же, это Южная Якутия, во-первых. Это экспорт железной руды, это экспорт наших якутских углей в Китай. Ну и, соответственно, там, возможно, появятся и другие проекты по удобрениям минеральным, там что-то еще. Вот. Если говорить про большой проект строительства железной дороги до Магадана, то в текущем году мы приступили к разработке предварительного проекта, который должен определить более точно трассировку железнодорожного пути. Мы сейчас делаем акцент на первом этапе, это строительство железной дороги до поселка Хандыга с мостовым переходом через реку Алдан. Спасибо, Алексей Александрович, что сегодня к нам пришли. Это действительно важные проекты. Надеюсь, все в срок построится. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.